رب العالمين. Слезы на глазах и молитва за упокой. Так сегодня прощались с Резидой Макуевой. В последний путь провожают десятки людей. Родные, близкие, коллеги. Она для многих была не только другом, но и единомышленником, примером и учителем. От имени председателя Госсовета и депутатского корпуса выступила Лилия Маврина. Фарид Хайруллович сегодня выступает на Совете законодателей в Москве. Никак нельзя было отменить вот эту поездку. Он скорбит вместе с нами. Он просил выразить признательность Резиде Галимзяновне за то, что она с ним работала. Своей искренностью, порядочностью, честностью и скромностью всегда была примером и всегда учила в работе лично меня, я уверена, очень многих. Быть преданным своему делу, уважать коллег, с которыми ты работаешь, уважать людей, с которыми ты работаешь. Резида Макуева родилась в Бугульме, окончила Уфимский нефтяной институт по специальности инженер. Но судьба повела ее по творческой дороге. Отучившись на журналистов КГУ, в начале 90-х она пришла на телестудию Нижнекамск-нефтехима. Она была тогда просто Резида, она работала, возглавляла телевидение Нижнекамск-нефтехима, всю трансляцию эту организовывала. Я помню, как наша большая группа, операторы, режиссеры, помощники, ассистенты, мы на несколько автобусов приехали, она на границе Нижнекамска встречала нас с шампанским. Это тот случай, когда человек в какой-то момент понимает, что он немного не тому учился и понимает, что тянет его к другому. Так часто бывает. В случае Резиды Галимзяновой она, конечно, была очень открытым, общительным, коммуникабельным человеком. С масс-медиа связаны больше 30 лет биографии Резиды Макуевой. В конце 90-х она переезжает в Казань и работает главным редактором информационных программ ГТРК «Татарстан». Затем 2 года отвечала за новости на ТНВ. Ей удалось создать команду, которая ежедневно рассказывала о жизни республики. Рада приветствовать вас на нашей пресс-конференции председателя Государственного совета Фарида Хайрулловича Мухамеджина. Летом 2004-го Резида Макуева возглавляет пресс-службу Госсовета. Появились новые формы работы, дни открытых дверей, парламентские уроки и новые программы на телеканалах. Как сегодня говорили и не раз, вместе с ней парламентская журналистика обрела новое дыхание. Когда человек ставит задачу сделать лучшее, что возможно, получается все. Резида хотела, чтобы у нас был самый открытый парламент. В конкуренции с парламентами Москвы, Санкт-Петербурга, чтобы у нас был лучший пресс-центр, лучшие условия были созданы для журналистов. Каждое событие, оно должно запомниться зрителю. Вот подача материала, подготовки этого материала, вот она у нее это получалось очень красиво. Яркая, добрая и смелая, всегда улыбалась и любила жизнь. Такой запомнят Резиду Галимзяновну те, кто пришел проститься. С которым вот можно было и в огонь, и в воду, с которым можно было работать 24 часа в сутки, который вдохновлял на все эти подвиги. Человек, который давал огромное чувство поддержки. Вот чувство локтя, это было про Резиду Галимзяновну, которая вот тучи разводила, проблемы разводила руками. Резида Галимзяновна, можно сказать, была нашей парламентской мамой. Я вот все 6 лет, которые делаю парламентскую программу, очень много возникает вопросов в работе. Допустим, законы, как подать информацию. В любое время суток я могла позвонить Резиде Галимзяновне. Она никогда не отказывала, отвечала на вопросы. Резиду Макуеву похоронили на Казанском кладбище Курган. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань.